Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, поздравляю вас с переизбранием на должность руководителя республики. Расскажите, какие задачи вы видите в первую очередь перед собой на новый срок? Все задачи уже сегодня нам, для глав региона, намного легче стало в плане того, что есть указ президента. В рамках этого указа президента защищены 12 национальных проектов, в том числе и с участием нашей республики, где мы свои предложения подавали. И, конечно, в рамках этих национальных проектов предстоит такая огромная работа. И сейчас одной из главных задач – это внести изменения, коррективы в стратегии развития Республики Ингушетия, которая у нас была до 25-30 года. И в рамках этой стратегии, этих указов и пунктов послания президента уже дальше нарастить потенциал. Насколько сильно будет обновляться стратегия? Что планируете изменить? Ну, я думаю, что она не будет сильно обновляться, но процентов на 20 все равно там изменений мы внесем. Тем более, что в стратегии, в том числе, были обозначены большая часть тех предложений, которые мы подали в национальном проекте. Ну, о каких изменениях можете рассказать? Изменения могут быть, и они не могут быть, они уже идут в сфере социальной политики, потому что мы довольно серьезно и сейчас отстаем от других регионов исторически по социальным проектам. Изменения, конечно, в экономике, потому что мы сегодня должны уже учимся и должны еще больше закрепиться на том, чтобы зарабатывать самим, на то, чтобы содержать и выходить из максимальной дотационности. В инфраструктурной части, буквально на правкомиссии Дмитрием Анатольевичем было поддержано предложение и руководства «Газпрома», и руководства Республики Ингушетия по газификации всей республики, замененной уже устаревших там уже сетей. Почему? Потому что они уже на грани. Но такая же ситуация и по Россетям, где мы находим понимание. Конечно, ряд вопросов, связанных и по линии малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций, изучения опыта регионов. То есть в комплексе это та работа, которую мы должны сегодня проводить. Насколько я понимаю, сейчас идет некое обновление и в кабинете министров, и в вашей команде. Какие-то структурные изменения будут? Там не некое обновление. Мы где-то, наверное, на 50, не 50, а даже на 70% поменяем состав правительства. К этому тоже есть ряд причин. Должен сказать, что уходящее или ушедшее уже правительство ряд задач выполнило прекрасно, но есть ряд невыполненных задач. Поэтому и председатель правительства, и вице-премьеры, где мы сократились до 5, и новые министры ключевые, это и министр строительства, это и министр имущества, это и министр сельского хозяйства, ряд других должностей. Это как раз те люди, которые должны, конечно, пойти на прорыв выполнения вот этих национальных проектов. Мы почему так оперативно быстро сделали, и в воскресенье, 9 числа, я уже представил и утвердили, парламент утвердил нового председателя правительства, а уже в понедельник мы уже подписали уже структуру нового правительства, утвердили, и уже назначили уже вице-премьеров. А сегодня, буквально там в течение 2 дней, мы опять же ряд министров уже назначили, переназначили. У нас остались там 3-4 должности, которые мы должны закрепить. Вы говорите, что обновление произошло примерно на 70%. Это люди, которые имели отношение к руководству республики, или это какие-то новые лица? Нет, в любом случае, в той или иной степени люди работающие. Почему? Потому что нет такой возможности новые кадры откуда-то брать. Да, есть там ряд должностных лиц, которые работали в бизнесе, которые работали где-то на других направлениях, но они сегодня в состоянии выполнить те задачи, которые перед нами стоят, поэтому обновление в этом плане проходит. Да, насколько я знаю, появилось отдельное министерство экологии. Вы собираетесь направление как-то усиливать? Природных ресурсов и экологии. С учетом стоящих задач, в том числе, я разговаривал уже с новым министром природных ресурсов и экологии страны. Мы пришли к мнению, что все-таки надо на базе комитета экологии по республике надо создать все-таки министерство. Поэтому это министерство, оно будет работать. У нас довольно серьезная задача сегодня и по твердобытовым отходам, по экологии, по тем ресурсам, которые природные есть в республике. И когда структурные подразделения и лесхоз там, или другие направления они были в комитетах разных,
Ну, конечно, здесь не было единого централизованного управления. Сегодня это все в одних руках, и я уверен, что эффект будет уже совершенно другой. Говоря о социальной сфере, давайте поговорим про систему образования. Скажите, удалось ли у вас в республике уйти от трехсменной формы обучения в школах? И вообще, как продвигается строительство школ, детских садов? Но сегодня с помощью федерального центра мы довольно серьезно решили эти задачи. Мы ликвидировали трехсменку еще там в 2016 году, к концу 2016 года. В 2017 году мы закрепили строительством ряда школ или минимизировали возникновение новых трехсменок. И в этом году, в том числе, с помощью федерального центра еще больше укрепляем направление, чтобы не было трехсменок. Поэтому можно будет говорить уже к концу 2018 года, что мы стабильно ушли уже в республике от трехсменки. А дальнейшая задача уже нарастить кадровый потенциал. Давайте об экономике поговорим. Какие отрасли, на ваш взгляд, растут наиболее динамично? Да, динамично сегодня, я бы сказал, даже одинаково, если посмотреть и по налоговым поступлениям, и по производимой продукции, и промышленный сектор в целом. Потому что нам удалось за счет тех проектов, объектов, которые сегодня построили, и за счет бюджетных средств, и за счет привлечения инвестиций, уже наработать те производства, которых не было в республике. И второй агропромышленный сектор. Здесь довольно серьезно это садоводство. Буквально недавно мы проводили всероссийское совещание по садоводству с участием и полпреда, президента Северо-Кавказского федерального округа Александра Анатольевича Матовникова, и министра сельского хозяйства Дмитрия Николаевича Патрушева. И это самый крупный в Европе сегодня сад-гигант на 1100 гектаров. И одно из самых крупных хранилищ в России на 68 тысяч тонн хранения. Не только плодоовощной продукции, но и всех видов продовольственного там хранения. Свой питомник, в том числе мы уже ушли от зависимости от импорта саженцев из-за границы. У нас совершенно хороший питомник, который уже на сегодняшний день может выращивать более 1 миллиона саженцев по году. Поэтому мы уже ушли от этого. Второе направление, если агропромышленный сектор брать, это уже строящийся в этом году первые 10 гектаров, а на выходе 50 гектаров нового тепличного современного голландского производства хозяйства. Мясокомплекс, который сегодня работает там уже на выходе, уже вышел на уже оборотный результат. И мясомолочный комплекс, где уже мы производим свое молоко и уже обеспечиваем все социальные учреждения уже своей молочной продукцией. И ряд других направлений. Поэтому, конечно, эти два сектора, они сегодня играют какую хорошую роль. Что касается сельского хозяйства, вот вы перечислили те успехи, которых удалось достичь. Скажите, а продукция, которая производится, она направляется только в регионы России, остается в республике, или, может быть, вы вышли уже и на внешние рынки? Да, нам нужно выходить на внешние рынки. Если взять по меду Ингушетии, мы уже поставляем ряд арабских государств. Если взять по фруктам, сегодня есть поставки фруктов с республики где-то порядка 60-69 регионов страны. Но выходим на экспорт, в том числе есть договоренности, есть подписанные соглашения, в том числе и с государством Катар, и Саудовской Аравии, и рядом других арабских государств. Поэтому мы сегодня готовы уже экспортировать нашу продукцию, не только фрукты, но и вода, и мясную продукцию. Поэтому, конечно, есть возможности сегодня, и в этом плане мы имеем задачу твердо выходить уже на экспорт нашей продукции. Тем более хорошую политику в этом направлении ведет Министерство по делам Северного Кавказа, настраивая на то, чтобы все-таки экспорт товаров был. Мы начинали с того, чтобы брендировать свою продукцию, как сделано на Кавказе или сделано в Ингушетии, сделано в России. Одной из главных задач, которых было за счет популяризации своей продукции выйти все-таки на экспорт. Вот что касается экспортных перспектив и вообще такого международного сотрудничества, вы недавно, насколько я знаю, встречались с эмиром Катара, в ответ пригласили делегацию в Ингушетию. Когда этот визит может состояться и о чем еще удалось договориться? Я думаю, что это будет до конца октября-ноября. У нас предстоит встреча, в том числе с послами арабских государств в Москве. Мы в ближайшее время, с учетом выборных и вот этих мероприятий, ждали ситуацию. И в ближайшее время у меня будет встреча и с послом
Катара и с послом Саудовской Аравии, чтобы закрепить те наши соглашения и договоренности, определиться с конкретными датами, когда мы и где будем проводить вот эти мероприятия. В том числе и представление инвестиционного портфеля Республики Ингушетия. Ну, я думаю, что октябрь-ноябрь мы эти мероприятия проведем. Ну, в принципе, заинтересованность в инвестициях в республику есть. Есть заинтересованность. Надо понимать, что в любом случае такой процесс долгий. Да, не так быстро, как нам хочется. Ну, главное, что есть заинтересованность, и самое главное, есть наши предложения, которые выгодны для арабских инвесторов в том числе. Поэтому, конечно, мы надеемся, что все-таки мы получим и инвесторов хороших. Но тут даже не в инвестициях со стороны арабских государств дело, а в экспорте наших товаров уже непосредственно там, уже в те государства арабские, которые сегодня нуждаются в наших товарах. Ну и плавно в продолжении темы давайте поговорим о туристической сфере. Много ли туристов приезжают в Ингушетию? Это туристы только из России или, может, опять же, и зарубежные гости? Но по сегодняшнему дню, если мы в прошлом году имели до погоду более 50 тысяч туристов, это колоссальная цифра для республики, то в этом году мы в прогнозе имеем порядка 80 тысяч туристов. Да, мы проводим много событийных мероприятий в горной части Ингушетии, в том числе и на равнинной части. Много достопримечательностей. Мы каждый год открываем там, порядка десятка новых там, различных для туристов привлекательных направлений. И памятников, там, и скверов, там, и так далее, и так далее. Много всего. И, конечно, туристов становится в разы больше. Хорошие договоренности и помощь по линии Ростуризма. Хорошие договоренности с туристическими компаниями в целом по Российской Федерации, особенно в Ставропольском крае. Почему? Потому что туристы, приезжающие туда, имеют уже маршруты не только в Ингушетии, а в целом по регионам Северного Кавказа. Поэтому ну и плюс, если брать там из 50 тысяч туристов прошлого года, порядка 4,5-5 тысяч туристов, это уже иностранные туристы. И мы это наблюдаем, у нас есть хорошая динамика. Ну и хорошая поддержка, в том числе в этом плане по линии и курортов развития Северного Кавказа, где мы сегодня по поручению председателя правительства и президента в том числе имеем планы на поддержку, ну и по линии Министерства Северного Кавказа. Когда мы говорим о туризме, всегда встает вопрос безопасности. Как бы вы оценили сейчас ситуацию в республике? Ситуация стабильна, спокойна. Мы уже подряд там, 5 лет являемся и первыми, и вторыми, и третьими, не опускаясь ниже по безопасности Северо-Кавказского федерального округа. И в целом масштаба страны, в том числе, и буквально недавно анализ Генеральной прокуратуры показал, что Ингушетия входит в том числе как в десятку, как самый безопасный регион. Но здесь дело даже, я бы не сказал, больше не по безопасности, а дело в популяризации гостеприимства. Там, ингушского, кавказского гостеприимства, чтобы каждый турист чувствовал. И мы делаем такие социологические опросы с туристами, с посетителями республики. И типа как предложения, какие жалобы, какие замечания, какие есть пожелания. Да? И какая же обратная связь? И довольно серьезно люди, которые посещают республику, акцентируют внимание первое на вот это дружелюбие, гостеприимство и желание. Даже есть такие смешные моменты, когда люди хотят купить, а местные жители дают это бесплатно. То есть вот вроде бы как неудобно гостям что-то продавать, да? А туристы говорят, мы взяли с собой столько-то денег, чтобы потратиться, а вы у нас деньги не берете. То есть вот даже вот такие вещи. И вот это как раз та тема, когда уезжающие туристы запоминают республику. Ну, конечно, наша кавказская традиционная национальная кухня, ну и так далее. Давайте о спорте поговорим. Какие спортивные мероприятия запланированы в Ингушетии в ближайшее время? И как в целом с популяризацией спорта? Да, у нас сложности, с учетом дотационности региона, сложности в проведении таких мероприятий спортивных, в том числе и молодежной политики, конечно. Но, тем не менее, мы в разы увеличиваем количество мероприятий. Мы создали порядка уже 20 различных федераций. И сегодня в республике проводятся такие масштабные и мирового уровня, и европейского уровня, и всероссийского уровня мероприятий. Ну, у нас проходит порядка, если брать там и в прошлом году, и позапрошлом году, чемпионат России по борьбе, чемпионаты СКФО, по дзюдо, по боксу, по другим направлениям. Нам очень приятно, что мы стали
основоположниками, так будем говорить, шахматных игр или шахматного спорта. Мы первые в стране внедрили в школы именно предмет по шахматам, и у нас сейчас ежегодно проводится чемпионат СКФО, в том числе и среди детей, и среди взрослых по шахматам. Буквально сейчас уже проходит всероссийский турнир имени там легендарного человека Воеводина, к сожалению, погибшего в горах Ингушетии. Это бейсджампинг, такой экстремальный вид спорта. Мы уже 3 раза провели чемпионат России по скальному альпинизму и готовимся сейчас уже на европейские там направления. Ежегодно проводятся чемпионаты и кубки международные по парашютному спорту. В этом году участвовало порядка 18 команд, в том числе и Германия, там, с Австралией, с Великобританией, ну и так далее. То есть, кроме шахмат, в основном экстремальные виды. Экстремальные, в том числе, виды, да. Ну, конечно, традиционно наши виды – это силовые виды спорта. В том числе и битва в горах, и битва нартов, которая вот в ближайшее время предстоит. Это смешанное единоборство, тоже международного уровня. У нас хоккей сейчас хорошо развивается. Наша детская команда в прошлом году взяла Кубок Рагулина в Москве. Буквально занимаюсь только всего лишь 2 года. У нас уже 3 хоккейные команды. Плюс есть ночная хоккейная лига. То есть по всем направлениям работаем. И в этом году у нас всероссийский турнир по дзюдо среди юниоров. В 2019 году чемпионат России по дзюдо. Отборочный для Олимпийских игр. Для нас это почетно. В 2020 году мы в плане стоим как минимум по чемпионату Европы, а так и чемпионат мира по борьбе спортивной среди юниоров тоже. То есть есть многие подвижки в этом направлении. Но самое главное, что есть хорошая спортивная инфраструктура сегодня, которая продолжает наращиваться. И позволяет это делать. Ну что ж, действительно масштабная очень программа. Масштабная, да. Юнусбек Маматгирич, благодарю вас за ваше интервью, за то, что нашли время и ответили на вопросы. Большое. Спасибо. Напомним, нашим гостем был глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкоров.